Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Тоскует ли он по вам в данный момент? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте мысленно ему вопрос. Мой милый дорогой, тоскуешь ли ты обо мне в данный момент? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, тоскует ли он по вам в данный момент. Так. Вы знаете, я скажу такую вещь. Я не вижу здесь острой тоски. Я не вижу здесь печальных каких-то моментов, печальных ноток. Скорее наоборот. У этого человека эмоциональный подъем. Он либо что-то решил, либо что-то придумал, либо он весь такой, знаете, вот в надеждах, в каком-то порыве, в эмоциях. Эмоции здесь вышли исключительно положительные. Эмоции влюбленности, любви, нежного, яркого чувства. Знаете, тут и страсть подмешана, и желание и покорить, и удивить, и восхитить, и побыть вместе, и душевная близость, и физическая. Все намешано, понимаете? То есть очень такой приятный рисунок получился, но вот тоски, и вот если мы спрашиваем, тоска, это же грустное у нас такое ощущение, я не вижу. Нет, он не тоскует, он наоборот, знаете, он думает о вас постоянно, и эти все мысли, они светлые, теплые, они его, знаете, вот такой теплой волной накрывают, и ему так хорошо. Он прям, знаете, вот прям как в нирвану попал, да, человек. У него очень хорошие планы на вас, очень хорошие мысли. Он любит и знает, что любим в ответ. Он вам доверяет. Знаете, что-то накануне между вами произошло, либо какой-то разговор, либо что-то вы ему сказали, намекнули, показали, да, рассказали. И он этому очень обрадовался, очень обрадовался. Это растопило его и сердце, и душу. Знаете, его сердце кричит от любви. И этот крик, он не грустный и печальный, надрывистый, а наоборот, легкий. Такой, знаете, как весенний ветерочек. У мужчины сегодня, в сегодняшний день, в сегодняшний момент, когда вы смотрите эту отсыпочку, очень прекрасное настроение. И мысли все о вас, и чувства все для вас. Этот человек вами живет. Он в вас растворяется, на вас надеется. Вы знаете, вы для него все. Все. Вот его мир. Вы его вселенная. Ему очень хорошо в данный период времени. И человек не думает о плохом, вообще не думает. Здесь очень хорошие планы на то, чтобы с вами как можно скорее встретиться. Либо он представляет момент этой встречи, подготавливается к этому моменту, либо он вот что-то такое задумал. Кстати, я не удивлюсь, если мужчина в скором времени объявится, и объявится он обязательно с каким-то подарком. Причем подарок будет такой, знаете, серьезный. У кого-то это может быть и кольцо, причем кольцо обручальное. Да? Человек может надумал себе, что все, она моя спутница жизни, моя половиночка. И я просто обязан сделать ей предложение, да, позвать ее замуж. Я просто обязан не упустить эту женщину и осчастливить ее. Знаете, он в меньшей степени думает о себе, но в большей степени о вас. И мысли такие, вот знаете, вот, чтобы вам задарить что-то важное, чтобы вам жизнь хорошую дать, может быть, какую-то проблему вашу он либо решит, либо надумал, как решить. Знаете, вот как хотите, вы мне потом в комментариях напишите. Здесь буквально вот несколько дней пройдет, и мужчина вас очень приятно удивит. Он что-то грандиозное насчет вас задумал, и он это будет реализовывать. От этого настроение у него прекрасное, чувства прекрасные, эмоции прекрасные. Даже больше скажу, ему снятся сны о вас с вашим участием. И все эти сны замечательные, они его радуют. Он с улыбкой засыпает, с улыбкой просыпается, с вашим именем, понимаете, он на устах каждую, я не знаю, секунду своей жизни. Вы у него в голове, вы у него в крови. И это именно то ощущение, то состояние, которое называют любовь. Настоящая, искренняя, чистая. Смотрите,
Он вообще ни о ком не думает, кроме вас. Только лишь вот вы, ваша фотография, ваше имя, ваше лицо, ваш образ. Знаете, у него что-то есть ваше, и он постоянно этим любуется. Постоянно. И знаете, ваш голос, он его... Вот знаете, как таблеточка, да? Таблеточка от тоски, от хандры. Слыша ваш голос, либо вспоминая ваш голос, интонацию, подачу, этот человек себя может настроить на абсолютно позитивный лад. Вы его стимулируете, вы его мотивируете. Никакие трудности вот в жизни, там, ни в работе, ни в каких-то, может быть, делах его не пугают. Потому что он озадачился целью быть с вами в любви, общую дорогу с вами построить, общую семью. И чтобы все у вас было хорошо. Мои дорогие, кого бы вы ни загадали, где бы этот человек сейчас ни находился, рядом, на расстоянии, на работе, да, знайте, что он ваш, исключительно ваш. От макушки до пяточек, абсолютно ваш. И к вам он стремится, к вам он едет, вы в его сердце, и вы его дыхание. Даже не знаю, что можно еще тут добавить. Прекрасная отсыпка, не хочу ее тут ничем испортить, поэтому пусть все остается так есть. Знайте, что вы любимый, и знайте, что этот человек совсем скоро объявится на ваш порог, причем не с пустыми руками. Может быть, вы на мужа смотрите, да, и ваш муж купил вам прекрасный подарок, о котором вы мечтали, на который вы надеялись, который вы, может быть, просили, либо намекали. И он в предвкушении этого момента, да, что я подарю, что я осчастливлю мою голубушку, он просто сам цветет и пахнет. Мужчина прекрасен, и его чувства к вам не менее прекрасны. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.